игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте! В эфире передача «Мой спорт». В сегодняшней передаче вы увидите 4-й международный турнир Гран-при, посвященный памяти Дмитрия Петровича Коркина. Очень радостно, что наш турнир в Якутии растет, и на таком большом уровне уже приезжает Америка, Монголия. Конечно, очень радостно. Следующий год появится у меня шанс участвовать, я поучаствую, конечно. Спасибо вам большое. Тренер победителя Седем Сотно. Ямар медаль авч ирсэн бэ? Энэ ч ихтэй юу? Авч байгаагүй. Анх удаа авч. Тийм үү? Тий. Өмнө Якутаас авч ирсэн байна. Хүрл. Хүүхдийн наадмаас хүрл авч ирсэн. Тий. Энэ тэмцээн сайхан гоё болж байна. Тий. Үзэгчд нь айгу дэмжиж айгу гоё исэн тий. Команд зарубежных стран, а участников 150. Поэтому сюда приехали борцы, которые вот только начинают, не только начинают сейчас бороться, а именно себя показывающие. Тренер победителя Юрий Александрович Шандаков. Сколько сюда езжу и не перестаю удивляться организации, всегда на высшем уровне. Наше руководство, федерации, президент федерации спортивного Егор Афанасьевич и вице-президент Василий Иванович Егоров совместно с Министерством молодежи и спорта создали такой праздник для нашего народа в связи с 55-летием развития вольной борьбы в нашей республике. Тренер победителя Степан Петрович Сивцев. Я здесь в этом турнире уже 3-й раз участвую. До этого в прошлом и позапрошлом году проиграл. С лучшими тренировками, желанием я достиг этой победы.
вам соперники? Ну, очень сильно. Они с каждым разом изучают, и против них становится тяжелее. Но сейчас в будущем у меня Ивана Ярыгина попасть в тройку, чтобы хоть попасть в Кубок мира как минимум. Наши борцы, воспитанники якутской вольной борьбы, проявили себя, как всегда, очень хорошо. Два наших земляка стали чемпионами. И мне кажется, что Кузьма, он все-таки уже получит звание мастера спорта международного класса. У нас вольную борьбу любят, знают и очень уважают. Я думаю, что все получилось хорошо и на очень высоком уровне. Мы находимся в школе боевых искусств Генсинкан. Здравствуйте, Телестин Янович. Вы недавно были в Хорватии, ездили на Кубок мира по Генсинкану 2011. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. В конце августа прошел Кубок мира плановый, где съехались 26 стран, 360 участников. Были такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Испания, Португалия, Голландия. Приехали вип-гости: Дон Дракон Вилсон, Билл Суперфуд Уоллс, Уолтер Уилсов, Питер Розенталь. Ну, они все проводили мастер-классы. Соревнования проходили 3 дня. Первый день полностью был посвящен мастер-классам. Дети, участники, они были просто в восторге. И второй день начались соревнования по ката, кабудо, самообороне. Вообще разыгрывалось 200 медалей, да, 200 комплектов медалей, где в 6 видах вот проходили там по весовым категориям, по возрастным категориям. И наша команда выиграла 56 медалей. Из них 19 золотых, 20 с чем-то, 21, по-моему, серебряных, остальные бронзовые. Третий день был весь день джиу-джитсу, то есть именно по креплингу, по бразильскому версии джиу-джитсу, и спортивный джиу-джитсу, где можно ударная техника, схватились, значит, борьба, упали, борьба в парте. Естественно, по правилам спортивного джиу-джитсу, то есть такого жесткого мордобоя, как мы привыкли, к сожалению, не было. И в этих 4 боях участвовали наши ребята. Первый бой был по креплингу, чисто по бразильскому джиу-джитсу, где Сидушков Денис уступил. Очень упорные там, 15 минут они там возились. И, естественно, победу отдали, конечно, хозяину. Вот. Второй бой вышел Ян Суксинский, он бился тоже. Но там нет весовых категорий, то есть профессионально выходишь. Этот весит 70, тот 90, там, то есть там такого как бы. Я выиграл где-то очень быстро, болевым на ноги. Второй бой, третий, вернее, бой, Зубарев Сергей выступал. Он бился с хозяином, организатором соревнований Хавуем Знауром. Выиграл очень убедительно. И таким образом все зрители вначале болели за своего. Потом все начали кричать «Зубарев». Было очень здорово и приятно. Потом мне пришлось поехать в Италию, провести там мастер-классы, открыть там филиал официально, в Боснию, в Черногорию. И, то есть, в принципе, наши эти ряды растут. Чисто по нашей методике, именно по линии Генсинкан уже как бы развитие уже идет. Есть такая организация, как Международная федерация боевых искусств ТаймАФ, где там главным сидит Токугава. Наша федерация уже официально вошла туда как членом. И с 1 января 2012 года мы уже являемся официально как бы членами этой организации. Если для вольной борьбы ФИЛА, то для боевых искусств это АйМАФ. Этот кубок вручались всем тренерам, и какие-то заслуги, которые сделали,
имеется в виду непосредственно там судьям, тренерам. Мы как бы выиграли, как бы неофициально первое место как бы взяли. Все-таки Россия больше всех выиграли золотых медалей, серебряных, бронзовых. Конечно, команды были разные, да, например, шведская эта команда была 6 человек, но они тоже очень прилично выступили, там немцы, австрийцы и те же португальцы, ну, по 2, по 3 медали, как бы вот они тоже, им очень понравилось участвовать вот так, не как в одном виде, как раньше, а можно попробовать и там, и там, и там. Ну, медали мы заказывали в Китае, а сзади у нас там наша эмблема Федерации Генсинкан. Вот. Вот такие кубки вручали вот именно по профессиональным боям, кто вот эти, да, то есть символизировали, что кулак, разбивающий алмаз, это вот как раз символ нашей вот республики, да и вообще в целом, что здесь живут сильные люди не только физически, но и духом там, и всем и так далее. И эти кубки, конечно, мы отливали в Питере по эскизу наших местных, скажем, дизайнеров или скульпторов, я не знаю, как правильно будет. Вот. И именно символ был именно такой. Он излит из чистой бронзы, он такой довольно тяжелый, что, кстати, для многих иностранцев это был какой-то вот своеобразный колорит тоже там. На этом все, дорогие телезрители. Надеюсь, наш выпуск вам понравился. Занимайтесь спортом. До свидания. Спортивно-оздоровительный центр «Ориентир» приглашает детей и взрослых на изучение боевых искусств. Тайский бокс или муай-тай. Справки по телефону 728 416. Джамал Алиев здесь проигрывает иранцу. Поймать, вот он этот момент. Это чистая победа, это душе. Весь турнир дальневосточный борец провел очень уверенно. Удивительно перепятие вольной борьбы. Обо всем об этом вы узнаете в книге «Вольная борьба, покорившая Али». Контактный телефон 8 924 870 72 77. Одежда для спорта и отдыха. От простой до профессиональной. От ведущей российской фирмы Rock Pillars. Впервые в Якутии дисконтная система, способная охватить студентов, преподавателей, членов профсоюзов и VIP-персон республики. Всего 100 тысяч человек. И все они ваши будущие клиенты. От нас обширная рекламная кампания о продвижении и распространении дисконтных карт. От вас определенный процент скидки. Это реально с новой дисконтной системой Саха Карт.